Ликвидация аварийного жилья и возведение на освободившемся участке нового пятиэтажного комплекса. Так все было задумано по проекту. Однако в реальности все превратилось в долгострой. Причина проста. Подрядчик не справился с обязательствами. Руководство региона было вынуждено искать альтернативные варианты по завершению строительства и заселению граждан. Проблему удалось решить за счет инвестора. Сейчас все строительно-монтажные работы окончены, ведется работа по подключению к коммуникациям и подготовке документации для его ввода в эксплуатацию. Я вам обещал, сделал. В беседе с будущими жильцами Махмуд Али Калиматов выслушал их пожелания. Напомнил городским властям, что при вручении ключей учитывалось физическое состояние новоселов, пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что ранее в Малгобеке завершено строительство дома номер 64 на улице Базоркина. Далее глава Ингушетии осмотрел ветхую школу номер 20 1974 года строительства. Ее посещает 1034 ученика, и находится она в центре города воинской славы. По данным регионального Минстроя, она в числе первых школьных объектов, состоящих в списке на реконструкцию. Мы посмотрим, мы ее внесли капитальный ремонт. Это реально. Потому что по всей, это президент сам сказал, мы внесли список, там деньги выделили. Но капитальный ремонт, я думаю, здесь мало. Здесь надо строить вам новую школу. Значит, второй вариант, строить надо школу. Но для этого проработка нужна, да? Я вам благодарен. Я понимаю, старая школа, но я вам скажу, у вас уютно. У вас прям как дома. Прекрасно, покрашено, вычищено. Махмуд Али Калиматов дал поручение специальной комиссии провести тщательный анализ и определить текущее состояние здания, степень его аварийности и только после этого решать, сносить, строить новую школу или произвести капитальный ремонт существующей для дальнейшей ее безопасной работы. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.